Выехал за город вместе с браслетом и оказался на скамье подсудимых. И дело здесь вовсе не в краже ювелирного изделия. В начале этого года 36-летнего мужчину суд признал виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть, после чего ему было вынесено постановление не выезжать за пределы города. Для этого на этой неделе на него надели электронный браслет, но все же он нарушил решение суда. Подробности дела в следующем сюжете. Получилось совсем по глупости. 7 месяцев назад Алмазу Тухватуллину надели на ноги электронный браслет. После этого за каждым его движением инспекторы следили дистанционно. Выезжать за пределы города было категорически запрещено. Но в начале августа местонахождение мужчины изменилось. Вместо Челнов он оказался в деревне Кырныш. Осужденный выехал за пределы территории Челнов, чего он не должен был делать по приговору суда без согласия или без уведомления уголовной инспекции. В связи с этим осужденному было вынесено предупреждение. Выехал был по работе и просто забыл. Просто забыл, что у меня ограничения по городу. Слишком много работы было. И вот когда уже туда приехал, я вспомнил и попросил быстрее, чтобы меня привезли обратно. Условно осужденным сейчас нельзя не только выезжать за пределы города, а также запрещено бывать в местах, где употребляют алкоголь. Кроме этого, нельзя организовывать и посещать массовые мероприятия. Сегодня Федеральный суд к уже имеющемуся наказанию Алмаза прибавил дополнительные ограничения. И если еще хотя бы раз он нарушит постановление суда, то в этом случае его могут и вовсе лишить свободы. Моментально появляется нарушение, оно высвечивается на данном экране, появляется нарушение, то есть когда фиксируется уже непосредственно, когда было нарушение, куда и в каких пределах он выехал, и сколько находился за пределами ограниченной зоны. На сегодняшний день в городе более 40 человек с подобными браслетами. Каждое их движение и маршруты отслеживаются компьютером. Малейшее нарушение и программа сразу дает сигнал. Но несмотря на это, имеющие условный срок наказания все равно идут на противоправные для них действия. Были факты и то, что осужденные срезали данное оборудование, то есть сам электронный браслет. Бывало, что осуществляли выезд за пределы Челнов без уведомления инспекции, привлекались к административной ответственности. Некоторые осужденные не находились должным образом ночью, то есть в положенное время. Имеющим условные сроки обычно нельзя выходить из дома с 11 ночи до 6 утра. Многие из тех, кто вынуждены носить такое «ювелирное» в кавычках изделие, как браслет слежения, видят в этом только минусы. Однако инспекторы утверждают, что эти 2 года применения подобной практики оцениваются очень положительно. Со слов сотрудников правоохранительных органов, главное в этом деле то, что подобная система слежения дает людям шанс исправиться, а не сразу сесть в тюрьму. Константин Величко, Лилия Хабибьянова, Андрей Рачеев для программы «Новости».